Ну где не бывает. О, блин, мы начали, что ли? Ребят, ну вы хоть предупредили, что стартуем уже? Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Говорящие головы» о словах, высказываниях и о том, что за ними кроется. Ну, извините, я тут музло слушал, знаете, рэпчик так в тему зашел. Что? Что слушал? Да, есть тут один хит, всех задолбал, вы его наверняка знаете. Много денег не бывает. Я знаю, Жека знает. Узнали, да? Да не лукавьте, узнали. Вот по этому клипу «Азина три топора» можно вообще смело вычислять всех в России юзеров, кто пользуется пиратскими торрентами. Включил этот клип, и если на припеве кто-то задергал головой или ногой, то все, точно качал. Но речь не об этом. Дело в том, что когда я слушаю этот клип, мне кажется, что его исполняют на двоих Егор Афанасьевич Борисов и Евгений Алексеевич Чекин. То есть наш глава республики и наш премьер-министр. Нет, ну реально в кассу заходит. Денег много не бывает, я знаю, Жек знает. Денег у Якутии в бюджете действительно много не бывает, и их приходится как-то добывать. Весь вопрос как? Зарабатывать? Ну, мне кажется, это не наш вариант. Дело в том, что все сколько-нибудь рентабельные предприятия, находившиеся в государственной собственности, Якутия давно и успешно передала в частные руки. То, что у нас сейчас осталось, это, как правило, нерентабельные структуры, которые сами требуют, наоборот, помощи из бюджета. А что-то продать? Так мы уже практически все продали. Вот осталось пакет 10% акций Алроса-Нюрба толкнуть, и на этом можно считать распродажу активов республики завершенной. Поэтому наш бюджет стоит на двух слонах, ну или китах. Это поступление из федерального бюджета, по которому мы занимаем первое место, будучи самым богатым регионом. У нас нефть, газ, золото, алмазы. Но тем не менее мы находимся на первом месте по получению помощи из федерального бюджета, обгоняя даже Дагестан и Чечню. Вот. А второй кит – это, собственно, налоги, которые мы с вами платим. Ну и компании, работающие на территории Якутии, платят. Так вот, где брать деньги? Единственный стабильный источник поступления финансовых средств в казну Якутии, который нашли наши отцы республики, это займы. И вот буквально на прошлой неделе республика разместила объявление о поиске брокера, который поможет нам выпустить и разместить облигации государственного займа на сумму 11,5 миллиардов рублей. Нет, цифра слишком хорошая, надо ее сказать иначе. 11,5 миллиардов рублей. В общем-то, такие займы – это не первый раз. Якутия выпускает эти облигации с 2003 года, и каждый год мы увеличиваем сумму. Начинали с 600 миллионов рублей, потом 800, потом 2 миллиарда, потом 2,5 миллиарда, потом 5 миллиардов, потом 5,5 миллиардов. И вот сейчас дошли до 11,5. Почему цифра растет, думается, объяснять не надо. Нет, дело не в инфляции. Дело в том, что каждый последующий займ позволяет нам оплатить займ предыдущий. То есть мы, как тот человек, который запутывается в кредитах, нагребает на себя больше и думает, что потом либо физическое банкротство объявится, либо внукам и детям разбираться. Но если вы заволновались, то это зря. Потому что есть же люди, взрослые, умудренные опытом люди, которых мы выбрали, чтобы они за нас с вами думали, обустраивали нашу жизнь. В частности, есть глава Якутии. И он в свое время очень просто и доходчиво объяснил нам, почему с долгами жить легко, просто и весело. Чаще всего наличие госдолга у региона подается со знаком минус, как негативный фактор, мешающий развитию. Не буду спорить. Такая точка зрения действительно существовала. Например, экономистами начала 19 века госдолг признавался худшей из всех бед, которая только может приключиться с государством. Однако с тех пор прошло без малого 200 лет, и принципы экономического регулирования существенно изменились. То, что раньше признавалось бедой, сегодня один из необходимых для развития региона инструментов. Это было не сегодня, но учитывая информацию про займ в размере 11,5 миллиардов рублей, звучит актуально. А что касается беды, которая не беда, а инструмент развития региона, то этот инструмент у нас, знаете, неприлично вырос. Вообще не по-детски. 51 миллиард. В смысле, государственный долг Якутии составляет 51 миллиард рублей. А долг, как известно, платежом страшен. С другой стороны, оптимизм главы Якутии в этом вопросе понятен. Ведь копить долги – это одно, отдавать их – совсем другое. Вот в 2019 году уйдет он с поста главы республики в связи с истечением срока, и пусть у нового главы болит голова, где взять деньги, чтобы как-то уменьшить, урезать наш неприлично большой инструмент. Правда, тут ходят слухи о том, что, в общем-то, 2019 года можно не дождаться, что главу могут убрать раньше. А причиной всему не любовь. Ну, вы понимаете. Не любовь. Недолюбила Якутия Владимира Владимировича Путина. Конкретно мы с вами недолюбили. Не додали ему положенные 74-76%. Все, что смогли себя вытужить, это какие-то жалкие 64%. И вот по нынешним временам, по нынешним политическим реалиям, многие считают, что этого вполне достаточно, чтобы отправить когда-то всенародно выбранного губернатора в отставку. А виноват во всем, сами знаете кто. Этот, который усатый и чуть что расстрелять. Не Сталин, вы что? Я про Павла Грудинина. Павел Грудинин.
Человек, который на выборах президента Российской Федерации занял второе место после главы государства Владимира Путина и который конкретно в Якутии набрал больше голосов, чем в любом другом регионе страны. Ну а что касается усов и расстрелять, так все понятно, это же красные. У них на все вопросы, связанные с развитием государства, два ответа: национализация и расстрелять. Я согласен с тем, что нужно ввести смертную казнь в Российской Федерации. Вы с этим не согласны? Педофилам, которые насилуют, маньякам всяким. Знаете, я не понаслышке знаком с нашей судебной системой, с нашими судами, и по собственному опыту могу сказать, что получить реальный срок в наших судах проще за танцы в храме или за ловлю покемонов, чем за реальное преступление. И вот такой системе доверить ставить людей к стенке, ну это, мягко говоря, опрометчиво. А если называть вещи своими словами, то страшно. Ну ладно, оставим суды в покое. Почему речь зашла про смертную казнь? Дело в том, что про смертную казнь Павел Грудинин говорил в интервью с Юрием Дудем. Это известный журналист, который примечателен тем, что он так классно говорит всякие цифры. Например, 27%. 27% голосов избирателей. Столько Павел Грудинин получил в отдельно взятой Якутии. Это в 2-2,5 раза больше, чем он получил в любом другом регионе Российской Федерации. В целом же по стране Грудинин набрал 12%. Так вот, на интервью, о котором шла речь выше, Грудинин и Юрий Дудь заключили пари. По условиям этого пари, если Павел Грудинин набирает по стране менее 15%, то он бреет себе усы. Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? Усы усами, а в Якутии все серьезно. Мы через эти усы, можно сказать, губернатора лишились. Ну, если верить всевозможным интернет-изданиям и телеканалу «Дождь». Или даже двух губернаторов. Того, который у нас сейчас есть, и того, который у нас был бы. Ну, если бы тот, который есть, ушел бы. Запутались? Сейчас поясню. Итак, предположим, что в России действительно снимают губернаторов за то, что те не добрали нужного количества голосов за Владимира Владимировича. В этом случае Айсену Сергеевичу Николаеву нет смысла даже вставать в очередь на кастинг в Кремль. Потому что результаты голосования по городу Якутска, они ниже, чем результаты голосования по Якутии в целом. Если по Якутии Грудинин набрал 27%, а Путин 64%, то по городу Якутску Грудинин набрал целых 30%, и Путин всего 60%. Говоря о выборах, я не могу пройти мимо факта, что достаточно много голосов якутян набрал кандидат, который никогда не был в Якутии и неизвестен по сути ничем, кроме того, что является хозяином подмосковного совхоза. Я думаю, это связано с наличием в обществе запроса на перемены. И нам, представителям власти, важно учитывать, какие вопросы ставят перед нами люди, на какие свои чаяния они пока не получили ответа. Для этого нужно наладить конструктивный и открытый диалог, чтобы еще более эффективно и качественно строить свою работу. Да ладно, Айсен Сергеевич, не оправдывайтесь. Может быть, повезет, и к сентябрю все забудут. А вообще вы заметили, что у наших политических персонажей, что федерального уровня, что республиканского, есть комплекс Волан-де-Морта. Ну, то есть персонажа, чье имя нельзя называть. Вот, например, Владимир Путин и Дмитрий Медведев физически не могут выговорить фамилию Навальный. Они про него часто вспоминают, обзывают политическим персонажем, проходимцем, оппозиционером и так далее. А фамилию Навальный выговорить не могут. Видимо, если это случится, то треснет некая духовная скрепа, оберегающая страну от Майдана, гражданской войны и прочих бед. Что касается Айсена Сергеевича, то у него, как видим, проблема с произнесением фамилии Грудинин. Хотя, казалось бы, вот именно два этих человека могли бы найти общий язык. Да вы сами смотрите. Вот Павел Грудинин, он выращивает клубнику чуть ли не на Садовом кольце Москвы. Вот Айсен Николаев, он выращивает помидоры и огурцы чуть ли не за полярным кругом. При этом помидоры и огурцы Айсена Николаева стоят примерно столько, сколько стоила бы клубника Павла Грудинина в Якутске. Видите, сколько общего? Правда, клубника Грудинина приносит прибыль, а вот помидоры и огурцы пока убытки и долги. Но ведь эта теплица недостроена. Вот ее Айсен Сергеевич когда-нибудь достроит, и тогда даже этот кандидат, которого в Якутске практически никто не знает, обзавидуется. Не верите? Зря. Надо верить, надо мечтать. Пребывая в сладостных мечтах, главное только окончательно не оторваться от реальности, чтобы не получилось, например, как у Гаврила Парахина, депутата ЛТУМЭН и лидера регионального отделения партии ЛДПР, который недавно так загрезил наяву, что немало задачил министра финансов Якутии Валерия Жандорова. 19 марта утром Владимир Вольфович Жириновский становится президентом России. На следующий день и я вызываю вас к себе и спрашиваю, сколько вам надо денег в бюджете, чтобы мы закрыли все вопросы? Чтобы Иван Шамаев не задавал вопросы про зарплату уборщиц, чтобы бизнес не упрашивал средства? Сколько именно надо средств, чтобы у нас не было проблем? Утром 19 марта Владимира Вольфовича Жириновского с его 5 с небольшим процентами не то что в Кремль, в маршрутку бы без денег не пустили. А что касается самого Гаврила Парахина, то ему, набравшему 4% для своего босса по Якутии, можно было бы даже из постели не вставать, не то что вызывать к себе на ковер министра финансов. Но вопрос он все-таки поставил правильно. Это принципиальный вопрос. Сколько Якутии надо денег для того, чтобы у нас закончились проблемы?
И, между прочим, министр финансов тогда ответил. И это был прекрасный ответ, особенно учитывая, что отвечал именно министр финансов. Еще древнегреческие философы говорили, что потребности человека безграничны и бесконечны. Это правда. У нас, конечно, ироничная передача, но я не вру. Это реальный ответ министра финансов на вопрос, сколько денег надо Якутии, чтобы закрыть все ее проблемы. Теперь вы понимаете, что нет никакого смысла упрекать Егора Борисова в том, что он наращивает государственный долг Якутии. Потому что это все из-за нас с вами. И ради нас с вами. Это мы с вами живем по заветам древнегреческих философов. Это мы такие ненасытные философы, что нам сколько ни положи денег в казну, все мало. Поэтому мы и Владимира Владимировича голосами обидели. Житель Якутска шумит на весь мир, что у него нет асфальта. Он идет и голосует против Путина. А житель севера, живущий в палатке с надеждой на улучшение жизни, голосует за власть. Я надеюсь, вам стало стыдно. Зажирался, если перевести услышанное на простой язык, житель города Якутска. Асфальт ему подавай. Че, клубники с помидорами натрескался? Может, тебе еще водоотведение на улицах сделать и лишить город такого веселого времяпрепровождения, как весенне-осенние заплывы на авто по улицам? А вот житель севера, он молодец. Как жил в чуме и надеялся на светлое будущее, так и продолжает жить, надеяться на светлое будущее и никого своими претензиями не доставляет. Голосует исправно и власть за усы не дергает. Берите пример с жителя севера. Хотя, знаете, я, наверное, несправедлив к Егору Афанасьевичу. Он, конечно, за словом в карман не лезет и иногда может такое отчебучить, что хоть стой, хоть падай, но, по крайней мере, не грозит за неблагодарность жителей взять и разнести асфальт там, где его все-таки успели проложить. Такой выдержкой, между прочим, не каждый губернатор может похвастать. Вы хоть посмотрите на другую республику, Мэриэл называется. Там губернатор дал так дал. Так плохо первый раз принимают. Нигде так не было, чтобы так ворчали, рычали, везде спасибо говорят. Но, наверное, мне тоже стоит повернуться к вам таким местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Вот прямо скажу, мариупольцам тогда повезло. Прежде чем губернатор успел за лом схватиться и побежать асфальт крушить, его взяли и в СИЗО закрыли. Правда, не за асфальт, а за взятку в 235 миллионов рублей, но все равно повезло. А удача, она девка капризная. Поэтому давайте мы не будем искушать судьбу. Мы и так с вами напакостили тут, набедокурили, обидели Путина процентами, Егора Афанасьевича подставили, Айсену Сергеевичу будучи омрачили. Поэтому давайте все, закругляться, перестанем ерничать и возмущаться. Это были «Говорящие головы». Меня зовут Виталий Обедин. Пока. Может быть, увидимся на следующей неделе.